17-й квартал. В каждом выпуске мы знакомимся с участником, раскрывая интересную историю жизни и их представления о внешнем мире, которые они никогда не видели глазами, но чувствуют сердцем и руками передают все свое мировоззрение через живопись. «Я вижу сердцем». Всем привет, с вами Марика Амосова, и вы смотрите выпуск 2 проекта «Я вижу сердцем». Рядом со мной сидит замечательный человек, Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут и сколько вам лет? Меня зовут Корнилов Валерий Русланович, 39 лет. Ага. Мы с вами познакомились в Республиканской библиотеке для слепых вчера. Да. Немного поговорили, пообсуждали о проекте и решили, что картина будет автопортрет. Правильно? Да, правильно. Скажи, пожалуйста, в какой степени ты незрячий, как вот все сложилось? Ты мне вчера рассказал, что ты до 12 лет видел. Да, видела. Расскажи свою историю. Я нормально видел, а потом 12 лет, когда в школе, второй школе учился, заметили. Стал, значит, плохо видеть буквы, цифры. Потом перешел в другую школу, слабовидящих. Угу. Это быстро произошло, и что повлияло-то на это? Это произошло быстро, но это генетическая болезнь у меня. Так выявилось, да? Да, выявилось. Угу. Ну ты вот опиши свои чувства, что ты на тот момент чувствовал и как вообще вот. Я нормально прошел, нормально. Стал по больницам ходить. Вот. В 91-м в Москву ездил, вот там мне нашли болезнь. Опиши свой день. Как ты проводишь день? Потому что вот вчера мы познакомились в библиотеке, ты читал книгу, ты мне ее показал, да, показал, как ты читаешь. Вот. Опиши свой день. Как он начинается, с чего он состоит? Утром или ночью смотрю вот соревнования. Как получится, стою. Вот завтракаю. Завтрак готовишь сам? Нет, мама. Ну, я кушаю готовый в основном. Потому что из похудения там надо было кушать. Насчет похудения. Я вот тут услышала, мне кое-что рассказали, что Валерий похудел на целых 22 килограмма очень за короткий срок. Расскажи про это. Ну, мне сказали, что у меня ожирение, и чтобы мне надо... Еще у меня была кожа плохая, вот, синдром, и мне сказали, что надо худеть. И как ты собрался и похудел? Вот 22 это тебе не 4 и 5 килограммов? Это с января месяца вот, начал худеть. Но ты чувствуешь облегчение? Ты чувствуешь, что ты вот 22 килограмма-то ушли от тела? Да, конечно. Ну, легкость, конечно. Ну, сложно тебе далось или все-таки тяжеловато? Сейчас приходится, наверное, да, приходится. еду, там, и раньше я и печенье, и конфеты, вот, и газировку я все время пил. А сейчас вообще почти не пью. Скучаешь? Или держишься? Нет, держусь пока. Молодец. Проект очень интересный, да, я так понимаю, он касается людей, которых, вот мы говорим, что это люди с ограниченными возможностями физическими, да, и надо сказать о том, что на самом деле любой человек, который даже ограничен в своих физических возможностях, он прежде всего является образом Бога. То есть личность человека, его бессмертная душа никаким образом не может быть уменьшена, его ценность, его личности или ограничена физическими какими-то вот такими, ну, может быть, недостатками, да. Вот. Даже больше того, люди с ограниченными возможностями физическими, они дают порой нам пример особой духовной силы. Что для тебя означает красота? Она бывает разная, вот как вот что такое красота? Она бывает внутренняя, внешняя. Вот для тебя что такое красота? Знаешь, почему я такой вопрос подготовила? Почему? Потому что человек, вот есть же такая пословица, поговорка, встречает по одежке, провожает по уму. Правильно? Вот я, допустим, могу увидеть красивую вещь и сказать, да, это красивая вещь. А вы визуально не видите, как вы чувствуете красоту. В первую очередь, там, допустим, когда знакомитесь с человеком или, например, может быть, фильм посмотрели, может быть, музыку услышали. На ощупь, на звук там. То есть звуковая красота. Да, звуковая, да.
Или на ощупь представить? На да, ощупь. что-то? Ага. Опиши себя, как ты выглядишь. Выгляжу нормально. Выгляжу. Ну, имея в виду, вот у тебя кудрявые волосы. Да. Ты мне сказал, что это у тебя от папы. Ты на папу похож, Ага, да? похож. Мгм. Какого цвета вот твои глаза? Вот мы у Ильи смотрели в глаза, вот у него очень интересные глаза зеленого цвета. У тебя они коричневые. Да, коричневый. Вот как ты себя вот представляешь, как ты выглядишь? Вот просто. Ты Хорошо. очень по-деловому одет. Да. Как выбираете одежду, что надеть? Выбираю не я, а мама выбирает, конечно. Помогает, да? Она помогает. Ну, вы, наверное, хотите говорить, мне нужно так, я сегодня туда иду, и она вот выбирает. Да. Мама стилист. Не у Ага. всех такое есть. Вам повезло. Любимое блюдо и почему? Любую рыбу в любом виде. Любимый цвет? Серый, вот черный может. Черный? Да. Значит, у нас в картине будут преобладать эти цвета, я так понимаю. Нет, нет? почему? Может, синий или желтый? Мгм. То есть мы не будем писать любимые цвета, да? Нет, конечно. Все хорошо. Мы сейчас с вами находимся в одном из старинных храмов Якутии, который называется Спасский мужской монастырь. На сегодняшний день это единственный мужской монастырь на северо-востоке России. Самым отрадным событием в жизни Якутии является то, что митрополит Московский и Коломенский Иннокентий Вениаминов здесь в течение 7 лет возглавлял этот старинный монастырь. Под его руководством был создан якутский алфавит, и самую первую божественную литургию он провел на якутском языке сам лично. На сегодняшний день Спасский мужской монастырь восстановлен в историческом месте. Это всем известная территория Краеведческого музея имени Ярославского. Какую музыку вы слушаете? Я сейчас любую музыку. Вы же еще вокалом занимаетесь. Да, занимаюсь. Расскажите про это. С этого года начал заниматься. По WhatsApp мне дал объявление, вот, и я сходил, вот уже хожу с этого года. Вы же еще участвуете вот в стихотворении рассказываете. Вот как это Да. называется? Это и были егоровские чтения. Вот я выступал, но там ничего не было. Просто сертификат выиграл и все. Мгм. А вот с пением где-нибудь выступали? Да, фестиваль художественной самодеятельности 60 лет Якубовства. Ну что исполняете? Какую песню? Пил с землянки, и вот сейчас снег пою Киркорова. Киркорова? Ага. Киркоров в моде? Ой, вы бы видели, как Киркоров одевается. Или помните? Он же эпатажный такой. Да, эпатажно. Ага. Прям все вот у него яркое такое перья, Да-да. и прическа у него кудрявая. Если я мог увидеть прежде всего, я в первую очередь увидел, продолжите. Наверное, все увидел. Небо, там, город свой я раньше видел, а вот сейчас нет. Сейчас он изменился, конечно. Чувствуете? Да. Давайте все-таки мы перейдем к нашей картине. Мы Картина. решили написать портрет. Правильно? Да. В одной из комнат келейного братского корпуса находится небольшая музейная комната, которая называется «Келья Иннокентия Вениаминова». Здесь установлен быт того времени, собраны копии его рукописей, и поэтому, когда сюда приходят посетители, они могут увидеть его почерк, увидеть те старинные книги, по которым шли службы и по которым шло обучение. Дело в том, что самая первая школа на территории Якутии была создана именно при Спасском мужском монастыре, потому что наиболее образованными людьми на тот момент оказались священники. Спасский мужской монастырь, уже не один год мы встречаемся, дружим с библиотекой, вот с обществом людей с ограниченными возможностями. Мы общаемся и друг другу помогаем по возможности. Да? Где-то мы каким-то духовным, может быть,
духовной помощью, духовными беседами, молитвой своей. И, конечно, библиотека нам помогает, приходя сюда, как-то тем общением и, опять-таки, делясь с нами, вот люди, с которыми мы знакомимся, там, которые приходят сюда, оттуда, вот, мы, конечно, тоже научаемся. Сегодня у нас последний день живописи, и мы завершили нашу работу, мы написали, и с чем мы поздравляем друг друга. У Валеры появилась своя первая масляная живопись под названием «Автопортрет», мой автопортрет. Валера, расскажи, пожалуйста, о своей картине. Какой смысл заключается в ней и что здесь изображено? На картине изображено сверху звезды на голубом фоне. Лошадь и бык в центре песочные часы в виде восьмерки, и по бокам журавли летят. И внизу по-брайлю написано «Оптимизм в виде снега». Внизу кошка и собака, и деревья, и озеро с двумя щуками. Вот ты ровно точно описал, где что, цвета, вот расскажи про цвета и почему именно автопортрет выражается вот таким рисунком. На голубом фоне звезды желтые в виде написано «Оптимизм». Ты это сам же написал? Да, я сам написал. Угу. Также ты завершил этими двумя словами «оптимизм», то есть одним словом в разных исполнениях. Все сам изобразил. Да, сам. Для людей с ограниченными возможностями, в частности, у кого проблемы со зрением, мы позволяем дотронуться до части экспонатов. Очень им нравится вот такой колокольчик, который изготовлен из латуни. Благодаря тому, что они могут вот эти предметы ощупать руками, они могут запомнить, что наши первые евангелисты имеют определенные образы. И теперь расскажи, кто такой бык, что он символизирует, и лошадь? Почему они наверху? Почему они в виде облаков? Они в виде облаков, они ассоциируют скромность мою. Восьмерка. Терпение. В самом центре такая ярко-желтого цвета. Внутри мы изобразили бронзу и белыми точками песок. Терпение ассоциируется. Угу. И два журавля летят. На юг, да? На юг. Что они обозначают? Нет, просто решил изобразить. Просто решил. Деревья и собака с кошкой. Кошка с собакой – это доброта, а деревья – это мудрость. Картина очень необычная, очень яркая, как нам сказали в кафе про цвета. Что вы рассказали-то? Ярко, но не вызывающие. Да, нам сказали, что яркие цвета, но не вызывающие. И очень, очень глубокая картина и с очень хорошим смыслом. Вот, и в общении с такими людьми человек может научиться и как бы в общении с такими людьми приобрести опыт и приобрести качества, которые необходимы вообще каждому человеку, каждой личности. Это качество заботы о другом человеке, уважение его личности, потому что в общении с людьми, вот, когда особенно человек ограничен в возможностях физических, мы можем видеть примеры, скажем, восхищаться примерами того, как человек, несмотря ни на что, все-таки живет достойной жизнью, живет творческой жизнью, живет жизнью, полной жизнью человека. Вот. И мы знаем на примерах некоторых святых, которые были ограничены в своих физических возможностях. Скажем, очень известная блаженная Матрона Московская, которая от рождения была слепой. Или, например, святитель Лукавый Насинецкий хирург, врач, который под конец жизни полностью практически потерял зрение. Или преподобный Амвросий Оптинский, который по поступлению своего в монастырь большую часть заболел, и большую часть своей монашеской жизни он пролежал прикованным к постели. Или вот преподобный Серафим Саровский, которого избили разбойники, и после чего он остался как бы инвалидом. И это все не мешало людям идти к Богу и достигать главной цели жизни человека – преображения души и спасения ее. Теперь расскажи про проект вообще. Что было сложно, что тебе больше всего понравилось?
Проект не сложный был. Понравилось рисовать, наверное, самому писать. Вот то, что в конце, да? В конце. Все, надо было больше, да, все-таки? Да, больше. Хорошо. Ну, передай привет нашим зрителям, какие-то напутственные слова, может быть, от своего сердца, да, от себя. Прям вот что ты хочешь сказать, вот скажи им, пожалуйста. Передаю всем привет. Желаю здоровья, удачи, счастья. Будьте оптимизмом, быть активными, не запираться в 4 стенах, как говорится. Как твой папа говорит, у тебя каждый день что-то новое, ты очень активный образ жизни ведешь, и поэтому правильные слова, не надо запираться в 4 стенах, надо наслаждаться своей жизнью, открываться что-то новому, тебе вот тоже пожелаю, да? Ты сейчас себя проявил и в творчестве художественном, сейчас поешь песни красивые, поэтому незрячесть, это не говорится о том, что надо как-то себя замыкать, да? Надо открыто быть миру, правильно? Правильно. Ну, на такой хорошей ноте мы прощаемся, встретимся на следующем выпуске. Будет человек, его зовут Иннокентий Петрович, ему 78 лет. И он, как мне сказал, хочет написать картину в честь своей собаки. Вот. И он эту собаку представляет, как ему описывают другие люди, и посмотрим, что от этого получится. Всем пока! Пока.